Здравствуйте, в эфире 7 дней плюс. Сегодня обсуждаем семейные ценности, насколько ценны они в современном обществе, какие тренды задает время и остается ли традиционность в моде. У нас с вами сегодня гость из Москвы, клинический психолог, член Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Инесса Илларионовна Швадская. Здравствуйте, Инесса. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Инесса, вот первый вопрос, я не могу вас не спросить. Вы так ярко выглядите. Спасибо. У вас довольно яркая внешность, да, Спасибо. и вы еще известны тем, что являетесь экспертом, да, различных реалити, ток-шоу, да, и при этом Госдумы России. Не совру, да, если скажу, что все-таки ни у меня, ни, наверное, может быть, у людей не возникает ассоциации, глядя на вас. Я не знаю, насколько это корректно, но вот, что вы вот как-то занимаетесь серьезными вопросами. Скажите, сталкивались, я надеюсь, это не обидно для вас, сталкивались ли вы с таким стереотипом, да, вот с этими людьми, с коллегами своими, да, которые как-то вот, может быть, не сразу вам стали доверять? Ну, что я вам могу сказать? Я считаю, что все-таки цитируем же мы часто классика, быть можно отдельным человеком и думать о красе ногтей, ведь расхожая фраза. К сожалению, в нашем довольно стереотипизированном обществе привычно думать о яркой женщине, что она обязательно должна быть глупой. Давайте мы вместе с вами подумаем, зачем это делается и почему люди так думают, и в особенности женщины. Как правило, это делают женщины и думают так. Женщины неуспешные, женщины не самодостаточные. Ни одна, поверьте, самодостаточная женщина, которая наполнена изнутри, которая образована, умна и как-то полезна в современном обществе, не будет так думать о другой женщине. А мужчины? Но мужчины ведь всегда реагируют определенным образом на яркую женщину. В Госдуме много мужчин. Вот они как-то не навязывали вам свои стереотипы? Не сталкивались вы с этим? Вы знаете, нет, я не сталкивалась с таким. Может быть, мне просто встречаются достойные мужчины, достойные люди в целом. Я не могу сказать, что в Государственной Думе я встретилась с женщинами, которые как-то явно показали мне свой негатив. Наверное, я буду лукавить, если так скажу. Я не сталкивалась. Может быть, потому что я сама проявляю должное отношение к этим людям. И, наверное, взамен встречаю подобное своему. Я почему вот задаю этот вопрос, потому что у нас все-таки тема сегодня такая, да, семейные ценности. Такая тема, скажем так, традиционная, да? Да. И поэтому, да, вот этот вот резонанс, да, вы все-таки курируете, как сказать, курируете правильно, да, вот занимаетесь семейными вопросами семейных ценностей, да. Возможно, вот мне казалось, что может быть диссонанс какой-то вот у людей, когда они, знаете ли вы что-либо об этом, да, вот. Ну, наверное, я знаю много об этом, поскольку я сама замужем. И довольно долго, на протяжении всей своей жизни, с самой юности. Наверное, мне все-таки что-то известно, больше, чем можно подумать. Как вы думаете, как вот меняется понятие семьи, да, вот за последние годы? Оно меняется, к сожалению, в негативную сторону, и я объясню почему. Ну, во-первых, те условия выживания и, скажем, коротания времени вдвоем в наше время очень изменились. Во-первых, у мужчин, у женщин появилось больше свободы. Свободы во всем. В продвижении по карьере, в свободе, даже в свободе выбора партнера. Следующий очень важный момент. У женщин появилось больше возможностей для личной реализации. Если раньше, мы с вами вспомним, когда жили наши бабушки, мамы, почему такой акцент был на семью? Потому что у женщин все-таки было меньше возможностей для реализации. Основной реализацией женщина считала рождение детей и семейные узы. В данный момент женщина свободна, и она может выбрать себе мужчину, рожать или не рожать от него детей, каким видом деятельности и какой профессиональной деятельностью ей заниматься. И вообще, если брак ее в чем-то не устраивает, и мужчина, ее супруг, расстраивает, то женщина настолько свободна, что она может развестись с этим человеком. И, наверное, вот именно это приводит сегодня к тому, вот этот уровень свободы, возможности реализации, кстати, и с другой стороны,
к тому, что сегодня в наше современное время, в нашем современном мире, кстати, который очень изменяющийся буквально каждый день, у пары, у партнеров в паре нет необходимости оставаться вместе с человеком, к которому ты давно равнодушно относишься. И все больше пар, и, кстати, те, которые приходят ко мне на психотерапию, говорят о том, что они не готовы жить и продолжать семейные отношения, оставаться в семье с нелюбимым партнером ради детей. И вы знаете, я выскажу свое, возможно, субъективное мнение, к которому присоединяется все-таки мой профессиональный опыт, что я где-то даже рада этому, потому что дети, которые растут в семье, в которой папа избивает маму, или есть откровенный абьюз, или психологическое насилие, или тем более физическое насилие, что дети там счастливы. Они несчастливы. И когда люди дают возможность друг другу создать другие семьи и быть более счастливыми, но при этом не забывать о том, что у них есть потомство, которое нужно выучить и довести до определенного достойного уровня, я считаю, это наилучший вариант. Потому что дети больше всего страдают в таких семьях, где родители давно не любят друг друга. Вот, собственно, это основные это же хорошо, критерии. да, что мы вот так трансформировались, да, что женщины... Безусловно. Да, но вы вот до этого вначале сказали, что все-таки в негативном смысле понятие вот семьи, в негативном, да? С одной да. стороны, и вроде с одной бы. стороны. Но с другой стороны, если пара не любит друг друга, и у них постоянные скандалы, и дети это наблюдают, у детей травмируется при этом психика, а если еще и маленькие дети, то я не считаю, что это лучший вариант. Единственное, что мне кажется будет верным, и сейчас это очень активно обсуждается в законодательстве, буквально вот последние новости, и я давала, кстати, комментарий в одно из изданий об этом, назначать медиатора. И это была моя инициатива, выдвинутая на одном из крайних круглых столов при завершении весенней сессии. Назначать медиатора в судах или в ЗАГСах, там, куда подаются заявления, ну и вообще куда оно уходит, да, когда родители хотят развестись, на, скажем, обсуждение и целесообразность развода. И особенно, когда есть отягощающие обстоятельства в виде детей. Как бывает происходит, да? Люди, находясь в нестабильной психоэмоциональной атмосфере, порой делают неправильный выбор. И у некоторых пар, я подчеркиваю, у некоторых есть все-таки возможность сохранить семью. Поэтому я считаю, наша задача нашего государства сделать так, чтобы в любом случае, даже если пара все-таки разводится, и медиатор не смог им помочь, все-таки они были подкреплены, во-первых, финансово защищены, и в особенности мама, если дети остаются с мамой. И, собственно, чтобы все условия были созданы матери, которая воспитывает детей впоследствии в одиночестве, для того, чтобы было достойное, здоровое общество. Вы не считаете, да, вот, что вот медиатор, да, идея ваша, инициатива, Да. это вмешательством государства в личную жизнь? Нет, я считаю, что это не вмешательство, это возможность сохранить тот брак, у которого есть еще шанс на будущее. Это не вмешательство. Порой у людей, я вам объясню, порой у людей даже нет денег на психотерапевта. И они могли бы сохранить семью, а они идут разводиться, понимаете? Поэтому если наше государство любезно предоставит бесплатную медиацию для таких пар, то я думаю, что какое-то количество, процент разводов сократится. И какое-то количество пар все-таки мы сможем сохранить. На благо, опять же, нашего общества. Ну вот как раз-таки сейчас вообще у нас же год семьи Да, подходит к концу. да, практически больше его подходит к половины концу, да, уже. и вот вообще он прошел под эгидой, да, такой семейных ценностей, и идет активная агитация со стороны государства в том числе, да, упор на семейные ценности. Вот у нас тут выборы прошли, вообще, в принципе, по всей России прошли выборы, в Татарстане прошли выборы, ТНВ провел марафон всей семьей на выборы, да, и так далее. Но вот опять же, да, вот эта агитация, как к этому относитесь? Вот это определенное навязывание
требования, или это все-таки правильный ход, такое правильное влияние, скажем так, на общество? Как вы это расцениваете? Как это надо сделать? Вот эта мягкая сила, понимаете, государства, да, вот где вот, как соблюсти эту грань, чтобы вот с одной стороны не перегнуть, когда у человека возникает вот это бунтарское состояние, что мне тут навязывают со стороны, да? Да. А и с другой стороны, да, все-таки действительно мотивировать их на сохранение там вот и, скажем так, семейных ценностей. Если честно, я отношусь все-таки позитивно. Я считаю, что в агитации ничего плохого нет. Ведь их не гонят палкой на эти выборы, да, и не говорят про ценности. Если не будете соблюдать, придем и накажем, верно? Все-таки агитация некая должна быть. Государство должно поддерживать людей, которые хотят эти семейные ценности сохранить. Давайте возьмем наши СМИ, ну, например, наши в России, да, ну, мне кажется, во всем мире сейчас это есть. Что они формируют у нашего молодого поколения? Ведь когда парень или девушка выходят со школьной скамьи и уходят из своей основной семьи, посмотрите, что они смотрят и что они читают, и что СМИ им навязывает. Что навязывают им глянцевые журналы, социальные сети. Где мы там с вами можем найти формирование традиционных семейных ценностей? Например, если родители вдруг уже упустили своего ребенка, и школа не сделала, не выполнила какую-то часть работы по формированию этих ценностей. Так что же плохого, если государство все-таки будет агитировать людей не разводиться, голосовать за семейные традиционные ценности, воспитывать своих детей под определенным ракурсом, донося им ту или иную информацию. Я ничего плохого здесь не вижу. И мне кажется, вообще должно быть в обществе политическое воспитание. Общество должно иметь именно вот политическое воспитание и политическое образование. И, на мой взгляд, в школах это нужно вводить. Как, собственно, и уроки про семейные ценности, разговоры о важном, о главном, там, где прививаться детям будет правильное формирование и правильное отношение в формировании семьи. Но вот традиционные семейные ценности, они вот нуждаются в защите сегодня? Мы вот как раз с вами начали говорить о том, сегодня что... уже нуждаются, да. Сегодня, к сожалению, уже нуждаются. А почему? Почему вы думаете, что вот институт семьи, да, немножко вот так вот спал? Даже не немножко, да, можно сказать, откровенно. А мы же с вами поговорили вначале, потому что условия выживания стали другими. Люди сегодня не стремятся про свободу, друг да, к другу. говорили. Да, я сказала вам про свободу и про условия, при которых пара развивается. И еще один тоже, кстати, важный момент. Сегодня очень ярка эгоистическая составляющая, то есть потребительское отношение к друг другу. А это опять-таки пробел где? Это пробел формирования непосредственно внутри основной семьи. То есть то, чего не заложили детям родители. Понимаете, это великодушие в отношении своего партнера, желание отдавать своему партнеру, желание слышать своего партнера и его желание на то или иное развитие или на то или иное движение. Сегодня, к сожалению, если у людей что-то в паре не складывается, эгоистическая составляющая, вот эта нарциссически эгоистическая настолько преобладает в характерных чертах личности, что пара, к сожалению, не может договориться именно из-за этого. А вы думаете, это только из семьи? Вот я просто еще сейчас так вспомнила, да, вот мы все вышли из Советского Союза, да, там все было коллективное. Больше коллективное, да. И все, как многие говорят, люди были добрее, потому что все было общее, все друг другу помогали, соседи друг к другу стучались, там, да, ходили, да, смотрели телевизор и так далее. Да. А потом пришла вот эта вот, ну, не боюсь этого слова, западная идеология индивидуалистов, да, капитализм, скажем так, да, и вот это тоже влияет, как вы думаете? Или все-таки больше из семьи? Как вот с этим бороться? Ну, понимаете, здесь симбиоз получается. Здесь и нехватка воспитания в семье, и в том числе западная идеология. Но я вам хочу вот что заметить. Ведь индивидуальность в личности – это еще и не эгоизм. Личность может быть индивидуальной, но она не обязательно будет. Должна быть даже. Да, вот вы меня верно, кстати, дополнили, да? Должна быть индивидуальной, но это ведь не всегда эгоистичная личность. Ну, то есть где грань соблюсти, вот, чтобы вот, как бы сохранить индивидуальность, и вот вы как психолог,
Наверное, учите своих клиентов. Ну, я подсказываю своим клиентам, да. Ну, послушайте, масса техник, заданий, которые все-таки помогают людям договариваться. Я все-таки за то, чтобы проявляться в семье индивидуально, но при этом слышать своего партнера. Особенно, если партнер дорог и любим. И вообще я хочу сказать, что, конечно, в основе всего стоит любовь. И если в паре есть любовь, то уверенно можно найти и взаимопонимание, и иметь возможность услышать друг друга, и интересы друг друга поддержать, ну и в целом построить гармоничные отношения. Вот хотела вас еще спросить, вот как сейчас, вот, с учетом того, что вы уже сказали, да, то, что у нас и общество трансформировалось, и время уже немножко поменялось, да, как сейчас выглядят вот эти семейные традиционные ценности, да, мы с вами вспомнили СССР, да, когда мы вот у каждой, ну и они сохраняются, в принципе, у каждой семьи есть какие-то свои традиции, вот Новый год там встречать вместе, да, там лепить пельмени, да, у всех свои. И вот когда мы говорим о традиционных ценностях сегодня, вот что мы имеем в виду? Как вы можете характеризовать, может, тезисно? Ну, это прежде всего проводить время с семьей вместе. Это прежде всего, да? Правильно воспитывать своих детей, то есть закладывать своим детям определенную базу и основу, которую они впоследствии будут применять при непосредственном взаимодействии в социуме. Это те же семейные обеды, это какие-то совместные прогулки, хобби вместе с детьми. Это полное участие непосредственно в обучении своих детей, то есть участие в их непосредственном образовании. Это тоже. Безусловно, прививать уважение к старшим, то есть к старшему поколению, к бабушкам, к дедушкам. Это основное. Ну, вот если, например, вы бы Да. пришел бы к вам клиент, да, и Да. вот она попросила бы вас, скажем так, какой совет бы вы ей дали или направили куда, да, вот что нужно делать семье, чтобы объединиться? Вот вы говорили сейчас, да, про какие-то семейные, вот что лучше, вот сейчас лайфхак для зрителей, да? Да, лайфхак. Вместе. Да, первое, что нужно сделать вместе, это приготовить обед. Начнем с малого, да. Да, начинаем с малого. Сначала привлеките свою вторую половину для приготовления обеда или ужина. Поверьте, что это очень сплачивает семью, когда вы делаете что-то вместе. И прекрасно, когда в этом еще участвуют дети. Если вдруг этого у вас не получается каким-то образом, или, как говорят, да, первый блин комом, то я вообще многим рекомендую, у которых есть уже непосредственно какой-то разлад, да, в семейных отношениях, организовывать семейные обеды, ужины. Суббота, воскресенье. То есть пара договаривается, когда они это делают. Желательно накрыть стол всем вместе, помочь маме приготовить этот обед или ужин. И это так прекрасно, когда вся семья может поделиться тем, что у них происходило за неделю. Глава семьи может высказать свое какое-то мнение, поправить где-то детей. Главное, у вас в этот момент, у родителей, появляется возможность активно повзаимодействовать со своими детьми. То, чего не хватает в течение недели, например, с понедельника по пятницу. Вот такие традиционные семейные ужины, обеды по субботним, воскресным дням, они очень сближают. А вы много знаете таких семей? Я знаю. В моем окружении очень много таких семей, это правда, которые организовывают вот такие семейные обеды, ужины, там, в субботу или воскресенье. Они либо выходят куда-то семейно в ресторан, да, у нас есть такие семейные рестораны, где вы очень много можете увидеть пар с детьми, со старшим поколением бабушек и дедушек, которые выходят, сидят большими компаниями. Это очень отрадно наблюдать. То есть для начала, как минимум, да, вот ввести Как какую-то минимум, традицию, введите традиционные субботние и воскресные обеды и ужины. Хотя бы сделайте первый пункт. Если не получается там вот приготовить что-то вместе, есть просто мужчины, которые наотрез отказываются, тогда хотя бы сделайте это. Но к сервировке привлеките, накроют на стол, они пусть с вами вместе. Вы поймите, женщина ведь не должна жертвовать себя до такой степени, когда ее перестают замечать. Она все-таки должна оставлять у себя свое личное достоинство. Понимаете, и не превратиться в домохозяйку для мужа,
Как только женщина превращается в домохозяйку для своего супруга, она перестает ему быть интересной. Ведь еще и это является причиной, по которой мужчины уходят из семей, например, и происходит развод. Так вы станьте для своего мужа интересной женой. Распределите Опять свой женщина день. должна, да? Что, простите? Опять женщина должна что-то там сделать, чтобы стать Но вы интересной. поймите, что мужчины чаще развиваются больше. Не потому, что опять она должна. Никто никому ничего не должен. Но если женщина хочет сохранить свою семью, ну, давайте будем честными. Защита семьи в плане сохранения уюта и очага, она лежит на плечах женщины. Ну, это как раз вот Это то, о как чем раз мы говорим. осталось издревле. Идет это испокон веков. И ничего не меняется в этом смысле. Что касается детей, да, Да. демографические показатели, за Да. которые сейчас тоже активно борются государство, депутаты, как правило, Активно, да, да. инициативы самые разные там предлагают, да, и вот некоторые довольно странные. Так. Вот как к ним относитесь, вот эти вот, да, налог на бездетность, какие, например? различные, да? Вы Что знаете, еще у нас там было? Диляра, налог на бездетность не решит вопрос демографической ситуации. Вот именно что. Откуда это все идет? Кому в голову взбрело? В какой момент они решили, что... Я не могу отвечать за того человека, который все-таки это пытается Запрет привнести. абортов, вот как? Запретами и насилием мы результата положительного не достигнем. Я считаю, что прежде всего нужно создать условия, при которых женщина захочет рожать детей. Это прежде всего поддержка государства, и не только финансовая. Какая еще? А я еще говорила о том, что необходимы уроки, вот вопросы о главном, где непосредственно нужно уже формировать отношения к семье у детей, причем раздельные, можно девочек и мальчиков. Сексуальное воспитание, не будем это сбрасывать со счетов, это огромный пласт работы, и огромный пласт вопросов, которые мы тоже должны затрагивать. Следующий момент. В тех же вузах, высших учебных заведениях, например, да, я уверена, что если бы был психолог бесплатный, который мог бы помочь той девочке, которая забеременела, да, и мальчик, например, не хочет на ней жениться, но она может пойти к психологу, который может уберечь ее от неверного шага, я думаю, абортов было бы меньше. Если бы была доступная психологическая помощь. Опять-таки, у девочки, которая учится в высшем учебном заведении, возможно, не будет просто средств, чтобы пойти к этому психологу, который мог бы ее направить. Психологическая поддержка от государства должна была быть бесплатно обеспечена еще к тому же. Следующий момент. Налоговое бремя. Нужно, я считаю, пересмотреть, например, если женщина бизнесмен, да, у нее есть бизнес, малый, там, средний бизнес, и она мать-одиночка. Например, она воспитывает детей в одиночестве, 1, 2, 3. Пересмотрите налоговые обязательства этой женщины. Сделайте так, чтобы она не чувствовала нужду. Ведь не рожают потому, что не хватает средств. И пары разводятся, Диляра, именно потому, что чаще всего на первом месте отсутствие финансов, невозможность содержать семью. Буквально 2 минуты у нас осталось, да, вот год семьи, которая заканчивается все-таки, да, немного помог, во-первых, он исправить какую-то ситуацию, да, что-то, может быть, действительно придумали какие-то новые инициативы. И последнее ваше напутствие, может быть, родителям, да, начался учебный год. Да. Мы все немного волнуемся. Вот. Как сохранить эти семейные ценности? Вы уже, в принципе, много чего сказали, но последние напутственные слова. Ну, мне хочется сказать, что в год семьи, да, действительно, очень много браков заключено, гораздо больше, чем в 2023 году. Я статистику сейчас приводить не буду, потому что мы с вами запутаемся в этих цифрах, но это, да, действительно, такое есть. Я очень чаще стала, скажем так, слышать от пар, что они действительно, те, которые были не в браке, хотят вступить в брак, потому что действительно вот это таким лейтмотивом идет на протяжении вот уже там 8 месяцев, да, о том, что год семьи, и это все, в общем, на благо семьи, действительно все помогает. Какое же напутствие я хотела бы дать? Будьте ближе к своим детям. Создавайте своим детям безопасную атмосферу, прежде всего в своей семье. И дети будут счастливыми. То есть родители должны слышать своих детей.
и быть им друзьями. Это не говорит о том, что они должны перед ними потерять авторитет. Нет, ни в коем случае. Сделайте так, чтобы они уважали вас и чувствовали в вас огромную поддержку, как в друге, на которого можно положиться, и как в родителях, при которых они могут быть и чувствовать себя защищенными. А между собой муж и жена? Муж и жена, Да, если уж про... да, формируйте свои семейные ценности посредством приготовления совместных блюд и традиционных субботних воскресных обедов. Я думаю, это поможет вам сблизиться. Проводите время вместе, ищите новые хобби и Спасибо, общие Инесса. впечатления. Спасибо, Инесса, что вы пришли. Спасибо, очень интересный разговор, мне понравилось. Спасибо телезрителям, что были с нами. До свидания. Спасибо.